первую очередь хотелось бы выразить благодарность духовному лидеру российских мусульман, шейху Равиль Хазрату Гайнуддину, под патронажем которого проходит данное мероприятие, за оказанное доверие в реализации столь смелого и грандиозного проекта. Также хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто оказал помощь и поддержку. Это нашим спонсорам и партнерам, нашей команде и волонтерам, продюсеру и режиссеру, актерам и исполнителям. Готовились мы к этому проекту 8,5 месяцев, от задумки до реализации. Разговор с душой за гранью, я считаю, что это такой достаточно уникальный проект, который несет в себе очень-очень много, в первую очередь, наверное, духовных, но также моральных вещей. Ну и, конечно же, в наше время очень важно говорить на такие темы, как религия, вера. Очень важно поднимать в обществе именно такие вопросы, потому что, к сожалению, в наши дни это не очень популярная тема для обсуждения. Неважно даже какой религии человек, и неважно, есть ли у него религия, каждый может вынести для себя что-то полезное и стоящее из этого. Основной момент, да, то есть, который я для себя подчеркнул, это постоянная работа над собой. И, как говорится в Коране, повседневно, каждый день нужно работать над собой. Всевышний не поменяет положение человека до тех пор, пока он сам себя не изменит. То есть маленькими шажочками мы двигаемся, продвигаемся к какой-то цели, приближаемся ко Всевышнему. А есть много моментов, которые нас отвлекают. Есть друзья, есть знакомые, есть рабочие моменты, которые в этой суете они отвлекают нас от основного. Затронуто, как братья, сестры, призывает к вере, чтобы друг друга любить, уважать, чтобы мы, братья, друг друга тянули в хорошую сторону, чтобы помогали во всем. Отношение к родителям, к братьям, к сестрам и к близким, родным. Очень хочется пожелать всем людям, независимо от национальности, посещать такие мероприятия, потому что заставляет полностью остановиться, переосмыслить то, что мы делаем, как мы ведем себя в обычной повседневной жизни. Тот эффект, который достигнут, те отклики, лица людей, которые я вижу, то, что мне пишут, звонят и говорят, я понимаю, что наша огромная команда старалась не зря. 3 года подряд я прихожу на спектакль «Разговор с душой» в этом году. Мне безумно нравится, из года в год очень интересные сценарии, очень хорошо играют актеры, и постановка, нет слов, одни мурашки, целый спектакль, несколько раз пришлось всплакнуть. Что ты сказала? Ну, пошла. Я сказал, пошла вон отсюда! А ты чего? И ты пошел вон! Чему ты ее учишь? Вырасток из нее потаскуха с такими учителями! Не говори так, пап! Ведь это не ты говоришь, тебе говорит злость! Во мне говорит истина! Вон пошла! Хорошо, как скажешь, пап. Я уйду. И многие люди, приходя сюда, задумываются о вере во Всевышнего, о том, что такое хорошо, что такое плохо, где рай, где ад. Мне понравилось то, что этот спектакль рассчитан абсолютно на любую аудиторию. И что самое важное, с каждым годом эти люди, приходящие на это мероприятие, становятся все моложе и моложе. То есть начиная от маленьких детишек и заканчивая пожилыми людьми. Я думаю, что для людей это был праздником. Для людей это было неким счастьем и возможностью духовно действительно вырасти. Жизнь многих людей поменяется благодаря этому спектаклю. Он учит людей отличать плохое от хорошего, лукавое от правдивого. И я думаю, что именно благодаря таким проектам в мире потихонечку наводится порядок. Я надеюсь на то, что наконец-то люди в России начнут различать такие понятия, как ислам и терроризм. Они начнут их разделять, потому что исламский терроризм, в принципе, такого быть не может, потому что ислам – это чистая мировая религия, а терроризм – это терроризм. Ты что, не читаешь Коран? Или ты только слушаешь своих узколобых мум? Почему же читаю? Сражайтесь на пути Аллаха.
С теми, кто сражается против вас, но не переступайте границы дозволенного. Убивайте их и изгоняйте, где бы вы их ни повстречали. Оттуда? Откуда они вас изгнали, Марат? Так что? Ты отвергаешь военный джихад? Я отвергаю войну, но джихад это далеко не война. Хорошо, тогда что, по-твоему, джихад? По мне вообще... А то сейчас мне не нужно рассказывать про борьбу с пороками. По мне, джихад – это стремление изменять себя и мир вокруг к лучшему, чтобы открыть людям всю красоту священного писания и всю широту личности нашего пророка Мухаммада. Была тема понятия джихад. Вот, особенно с моим персонажем. Она не понимала, что значит, если джихад, то это значит, что по-другому люди понимают действительно и возможно. Я не скажу, что я как-то думала плохо об этом слове, да, для меня, как бы я не мусульманка сама по себе, ну, в жизни, но это вызывало какое-то отрицание, сразу негатив. А когда я начала работать над этим проектом, начали репетировать, и я слушала имама, действительно же у нас играет действительно реальный имам, это не актер, человек, и как он по-человечески, не как актер, да, там как-то прочитал текст, он себе его присвоил, а действительно от себя мне говорил, что такое рассказывал джихад. Первые, особенно репетиции, я понимала, что, слушайте, а действительно это совершенно другие вещи. Мы совершенно, это нужно показать, это нужно рассказать, об этом нужно говорить, чтобы каждый понимал и воспринимал правильно информацию, правильно, и не смел кого-то осуждать или кого-то не любить просто за то, что он носит платок или он его не носит. На самом деле, мне кажется, именно в современной оболочке в виде шоу, мюзикла и, конечно же, современного театра впору доносить какие-то важные вещи для людей. Конечно, наш татарский штаб, альхамдулилла, это такие передовики, которые всегда первыми посещают такие мероприятия. Это позволяет нам быть более развитыми, более, ну, как бы на шаг впереди. У нас в штабе сразу можно отслеживать информацию о подобных мероприятиях. Есть всяческая поддержка таких мероприятий. Я сегодня работала волонтером в детском уголке. Мы учили рисовать детей. Вот такие вот розы сделали своими руками. У нас были мастер-классы, мы угощали детей сладкой ватой. Очень важно с детства закладывать вот эту основу, эти моменты духовности и нравственности. Мы живем в мире, который окутан всякими пороками, и придя на это мероприятие, мне кажется, каждый человек что-то для себя подчеркнул. Придя сюда, увидев вот это, человек вернулся домой, стал лучше, ну и, наверное, может быть, тоже начал предпринимать какие-то усилия, может быть, творить, делать что-то похожее на то, что я увидел сегодня. Своим приходом вы вдохновляете, воодушевляете, поддерживаете не только сегодняшнее мероприятие, но и множество других социальных и благотворительных проектов, которые будут проходить в последующем. И мне приятно, что я сюда сегодня пришел, не только один, привел своих родителей, своих друзей. В этом году просто нереально много людей. То есть полный зал. И несмотря на то, что Крокус Сити Холл — это сложная площадка для театральной постановки, потому что это не камерная обстановка на 1000, на 1500, а на 6000 человек, тем не менее, те спецэффекты, те огромные экраны и другие технические особенности, которые мы используем, они помогают реализовать вот эту программу и достичь вот этого эффекта. Мне прежде всего понравилась игра актеров, здесь очень было на профессиональном уровне, очень много анимации, и опять же хотелось бы отдельно отметить голоса, которые сопровождали этот замечательный спектакль. А ты чего это наших парней обижаешь, а? Нормальные ребята. А кто здесь с приветом? Так это он, твоя подружка. Простите, что помешала, я не хотела. Она не хотела. Просто она очень много учится, молится и слушает своего папу, да, Саида? Не говори. Вот я вроде как тоже мусульманка, но не заморачивайся в отличие от себя. Ты считаешь, что ты правильно живешь? А это моя жизнь, детка. Я как хочу, так и живу. Я бы на твоем месте не стала бы этим хвалиться. У меня была, конечно, своеобразная роль. Я играла девушку-мусульманку, но которая совершенно не хочет иметь отношение к религии, которая такая гуляющая, которая осуждает. Это ее больная тема, что у нее не очень благополучная семья. Ты предков моих не трогай. Я имею в виду не родителей. А ты все равно не трогай. Мне здесь гордиться нечем. Что те были дикарями, что эти.
Я ничего не хочу иметь общего ни с ним, ни со Славом. Ты все поняла? На протяжении всего как бы спектакля мой персонаж, он растет. Все, что с ним происходит, дает понять, что в жизни есть какие-то точки соприкосновения с чем-то духовным, с чем-то высоким, и мы, наверное, каждый из нас должны когда-нибудь об этом задумываться и приходить к этому, но по-своему. Да, Эльвира в конце не одела платок, она там не стала очень примерной, но какие-то вещи для нее, в первую очередь, морали, поведение с людьми, вот это отрицание осуждения, отрицание какой-то борьбы. И самое главное, что вот самая главная тема, это, конечно же, терроризм. То, что сейчас, к сожалению, у нас сложилась такая в мире ситуация, мы все, каждый абсолютно человек, как бы задумываемся об этом, но не каждый понимает, что мусульмане не равно террористы. Вижу много людей, знакомых и незнакомых, разных религий, разных национальностей, от татар, чеченцев, дагестанцев. Можно также встретить здесь и христиан, и иудеев. На самом деле приятно видеть много улыбок и ту теплоту, которую создают те люди, которые организовали это мероприятие. Так что мы очень благодарны всем организаторам и актерам, которые выступали. И каждый раз, как и сейчас, получается такая ситуация, что думаешь, ну нет, круче уже быть не может. А потом, приходя на следующее мероприятие, видишь, что вот оно еще круче, чем все, что мы видели раньше. Порой бывает сложно найти верный путь. Дороги множатся, пересекаются, уводят вас в сторону, заводят в тупик. Но если у тебя есть цель и ориентиры, то ты сможешь отличить верный путь от ошибочного. Но это же сложно. Конечно, конечно, сложно. Я не знаю, что мне делать. Мы со следующим вместе едем в регионы. Это Казань, Уфа, это СНГ и даже, возможно, за рубеж. Надеюсь, мы донесем эту постановку сотням тысяч людей, а может быть даже миллионам. Спасибо.